أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие мои братья и сестры, сегодня я бы хотел затронуть тему о благом нраве. Всевышний Аллах в Коране говорит, обращаясь к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, бисмиллахи рахмани рахим, «Ва иннака ла'аля хулукин азим». Смысл: воистину ты обладаешь самыми высокими нравами. Именно этому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, учил своих сподвижников на протяжении многих лет, создавая общество, фундаментом которого стали высокие нравственные принципы. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, на собственном примере показывал, как мусульманин должен относиться к своему брату, к своим соседям, родственникам, устанавливать для них нормы, которые должны главенствовать среди мусульман. Некоторые мусульмане совершают очень много усилий для того, чтобы заслужить довольство Всевышнего Аллаха. Они молятся, постятся, совершают дополнительные намазы, дают милостыню. Но мало кто понимает, что ничего не сравнится в судный день с благим нравом. Несмотря на это, люди меньше всего работают над своим нравом. Ведь для этого нужно очистить в первую очередь свою душу от разных пороков, таких как алчность, зависть, грубость, гордость, вспыльчивость и так далее. А это очень сложно. Иногда кажется почти невозможно. Ведь именно этого очищения требует от нас наша религия. В наше время мы очень часто наблюдаем на улице наших братьев, мусульман, которые придираются друг к другу из-за незначительных мелочей, оскорбляя, бросаются друг на друга. Разве этому нас учил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям? Сообщается, что Анас ибн Малик, радийаллаху анху, сказал: однажды, когда я шел вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалямом, на котором был плащ с грубой оторочкой, его догнал какой-то бедуин, который так сильно потянул его за край плаща, что из-за этого на плече пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, остался след. А потом сказал: вели дать мне что-нибудь из богатств Аллаха, которые у тебя есть. Услышав это, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повернулся к нему и рассмеялся, а потом велел дать ему что-то. Это удивительный пример сдержанности, кроткости и совершенства пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Таких примеров очень много из жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Дорогие мои братья, мы ведь все прекрасно знаем, от кого мы должны брать пример и на кого должны походить. Давайте же будем чуть сдержаннее, не поддадимся своему нафсу, будем прощать друг друга и стремиться к улучшению наших нравов. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит в своем хадисе: «Акрабукум минни маджалисан яум аль-киямати ахасиникум ахлакан». Самыми близкими из вас ко мне в судный день будут лучшие из вас нравами. И напоследок хочу вам рассказать удивительную историю. Одна женщина из Америки, которая работала медсестрой в больнице, как-то раз наблюдала удивительную картину, которая поменяла ее жизнь. Она наблюдала старую женщину, рядом с которой находился мужчина и его жена. С утра до вечера они оба сидели с этой пожилой женщиной, ухаживали за ней, общались с ней. От любопытства медсестра спросила их, кем эта пожилая женщина приходится вам обоим. На что мужчина ответил: это моя мать. Затем она спросила девушку, и девушка отвечает: это мать моего мужа. Медсестра была шокирована, услышав такой ответ. Начала думать об этом, говоря себе: это ведь даже не ее мать, но вместе с этим она сидит с ней с утра до вечера, ухаживая за ней. И в один из дней медсестра решила спросить ее. Она сказала: почему ты это делаешь? Я вижу иногда тебя плачущей над ней. Вижу, как ты ухаживаешь за ней, так, как не ухаживает ни одна женщина в наше время ни за кем-либо. На что она ответила: это ведь мать моего мужа, и я считаю ее своей матерью. Услышав эти слова, медсестра удивленно спросила: что же тебя побудило относиться подобным образом? Отвечая на вопрос
молодая девушка рассказала, что это наша религия, ислам, учит нас быть такими. Затем она начала приводить ей Коран аяты, хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Медсестра говорит, и вот так она начала мне рассказывать про религию, так что я принял ислам, хвала Аллаху. Посмотрите, братья и сестры, что послужило причиной принятия ислама. Это не что иное, как благой нрав истинного мусульманина. Пусть Всевышний Аллах наделит нас самыми лучшими нравами, чтобы мы относились друг к другу, как подобает истинным мусульманам. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху.